сплавиться обратно до Красновишерска по реке Вишера. Чолом Дунайортиас. Как вы заметили, меня долго не было в социальных сетях, поэтому сегодня вам расскажу, где пропадал, покажу интересные кадры. Ну что, смотрим? Утром 22 июня с группой из 19 человек мы собрались в Коми-Пермяцкий автономный округ. Весь автобус загрузили необходимыми вещами и поехали. По пути мы остановились в селе Пармайлово у Утробина Егора Федоровича. Он вырезает из стволов деревьев необычные фигурки героев мифологических рассказов. Богатая же у мастера фантазия. Вечером доехали на место ночлега. Всем привет, дорогие друзья! Мы поехали в экспедицию в Пермский край и хотим сплавиться по реке Вишера. И сегодня целый день ехали на автобусе. Вот разбили палатку, мы там сегодня будем отдыхать. А завтра поедем дальше в путь. Бамби! Ну что, это уже утро следующего дня. Пошел дождь, все оделись в плащи. Сейчас мы выдвигаемся в село ближайшее. И там будем расспрашивать бабушек, дедушек про их жизнь вчерашнюю. То есть, как они раньше жили. Про легенды. В общем, будет интересно. Всегда интересно посмотреть, как живут в других селах. В Пуксибе меня удивило, в каком здании находится администрация села. Вот выпала возможность чуть-чуть погулять по селу старому. Стоит наш руководитель, точнее наш один из руководителей. У нас 5 взрослых. И все как-то руководят. И вот он стоит, рисует старый домик. Не знаю, заброшенный, нет. Может и не заброшенный. Фамилия Кыджиненил Ясаминовна? Федосеева. Там Буден Федосеева или Меже? Основная Федосеева езда. Снова в путь. Постройки в Пермском крае от наших домов отличают то, что у них крытые дворы, следовательно снег не нужно чистить, все под одной крышей, и дровяник, и хлев, а все остальные огороды и постройки, там парник, баня, они за этим двором. Следовательно, зимой не нужно чистить, очень даже удобно. В селе Коса посетили краеведческий музей. Много же старинных вещей сохранилось.
Следующие 3 часа прошли в дороге. Нашли отличное место около реки. Здесь разобьем лагерь. Будем ставить палатки. Вот уже начали кто-то. Вот так край красивый. Тут проблема с дровами. Все убрали. Там чисто все прям красиво. Нет никакого мусора. Дров тоже нет. Плохо горит. А? Плохо горит. Ну, сейчас разгорится. Давай. Работай опахалом. Вот палатки разбили. Наша самая большая. Вот она. Кто-то связь поймал, разговаривает. У меня же не ловит. Ну что, пофоткаем. Смотрите, там какая красота. Кто-то плывет на лодке. Говорят, последний день такая жара, завтра начнется уже плюс 16, плюс 11, плюс 9. Так будет снижаться температура, поэтому ловим момент. Ух ты, туман спускается. Как же здесь красиво-то. Зайду-ка в воду. Главное не плюхнуться. Взял специально длинные эти резиновые сапоги. Ух, как красиво. Ух. Поел. Сытый. Смотришь такую красоту. Больше ничего не надо. Кстати, здесь в Перми время плюс 2 часа. От Сыктывкарского отличается на 2 часа. То есть, если сейчас 21:00 здесь, то у нас 19:00. Доброе утро. У нас завтрак. Никто не хочет вставать. Людмила Ивановна всех будет. Я уже начинаю ругаться. Через час должны уехать, а они все спят, козявки. Завтрака на всех хватило. «40 минут на сборку палаток и вещей». Чуть-чуть переезда и снова музей. Знаете, у нас тут даже нам тут подарили кусок метеорита, причем с сертификатом Роскосмос. Они у нас тут собирают свои детали, которые падают в лес. Ну вот они нам преподнесли такой подарок. И когда, знаете, иностранцы к нам приезжают, и мы начинаем говорить, что какие у нас богатства, они говорят: так вы клондайк? Мы говорим: да. А они говорят: а почему вы так бедно живете? И тут становится очень стыдно. Сейчас мы находимся в городе Красновишерск. Нам нужно будет доехать до Ваи. И с Ваи сплавиться обратно до Красновишерска по реке Вишера. Все вещи переложили в другой автобус и выдвинулись до места начала сплава – в Ваю. Надуваем катамараны. Готовимся. Саша, дай надую. Да, конечно. Дай надую. Оно полностью уходит неудобно. Оно долго обратно набирается. Да недолго. Раз-два, раз-два. 2 секунды примерно. Процесс сборки называется стафель, а я и не знал. Называется не только процесс сборки, но и место, где собираются
точно такой же. Поэтому этот корабль называется Ниф-Ниф. А может быть Нуф-Нуф, а может быть Наф-Наф. Мы их никак не можем различить, но вот один из них. Поэтому у нас кто? Ниф-Ниф. Ниф-Ниф и оранжевый верблюд. Вот такой вот зоопарк. А вы будете экипажем на этих кораблях. Ответственный момент. Кого начинать? С капитана или с матросов? С капитана. Дальше распределение экипажа по местам и в путь. Поплыли. Поплыли. Сильное течение. Красота. Скалы. Кто-то уже чихает. Как же красиво. Так а что этой воды не хватает? Выгружаемся все. Нашли хорошее местечко. Наверху низкая трава. 6 палаток как раз в лес. Ну что, сегодня первый день сплава. Сплавили всего лишь 2 километра, потому что мы еще ехали полдня. Я такой красоты еще не видел. Скалы около реки, лес. Кедр здесь растет, кстати. А у нас почему-то он не растет. Сажать нужно. Сейчас поужинал. Насытился. Можно и потренироваться. Доброе утро. Сегодня уже 4-й день экспедиции. 2-й день сплава. Чуть-чуть моросит немножко. Уже готовится завтрак. Доброе утро. Вода не прибыла или прибыла чуть-чуть, да? Наоборот, упала. Упала, вон же, я, наверное, нечаянно. Камень вот тут, вообще, на камнях был. Все продукты были просто на камнях. Тут я вчера... вот он. Упала вода. Вот. Ходит. Ну, значит, сегодня будет рыба ловиться. Килограммами. Экипаж в сборе. Готов дальше идти. Сфотографироваться, Люда, напомню, видишь, я специально отложила фото. Тоже. Уля, выливай воду из сапогов. Красота. Скоро будем отчаливать. Вымочили, да. Еще и в джинсах. Они ж теперь у тебя никогда не Настроение выйдут. Да не прекрасное. продукты выливай. Ух ты, как орут. Вкусно позавтракав, легче грести. Шутками и рассказами интересных историй шли до следующей стоянки. Местами ловили попутный ветер. Вы, главное, сами с этим сильнее вперед не нырните. Догоним сейчас, догоним. Работает, работает. Скорость сказать? Давайте. 15? Вы размечтались. Скорость сейчас скажут.
11. Точно, точно. Двена- Надо двена- посильнее потянуть. Видите, с той стороны. 11 Ветер километров в будет час. улетать от нас. Чуть-чуть. Вот так. Сейчас бы на камни не сесть. Видишь, как падает? Мне очень понравился обед на воде. Сидишь, ешь и мечтаешь, а течение несет. Во время дальнейшего сплава у второго катамарана начал пускать в воздух правый банан. Для этого пришлось найти хорошее место для починки. Кстати, удачно остановились около скалы. Поднимаюсь. Все поднимаются наверх к этим скалам. Пещеру ищем. Пещеру. Тут, говорят, есть пещера. Пещеру, конечно, не нашли, зато какой красивый вид открывается. Какой красивый вид открывается здесь. Сейчас. Таня, давай я отсюда Все сфотографирую. просят Здесь меня хороший фоткать. вид. Кто может, ну что, на то и фоткается. Не все долезли. Вот это да. Сейчас сами себя успеть бы заснять. Вот он я. Аня, ты где? Так, Красота. мы отходим. Выходи вон сюда. Я отключаюсь и спускаюсь вниз. Так, Егор где? Максим, ты далеко Всем еще? пока. Смотрите-ка, дерево держалось на камне. Камень чуть-чуть съехал, и дерево упало. Вот ее корни. Ух ты. Это что у нас? Пион. Покоми Марьямоль. И чат юа петайоль, петайоль, петайоль. Сенишуа Марьямоль. Марьямоль, Марьямоль. Совсем недалеко уже осталось. Спустился. Ух, ура. Ветер встречный. Под островом просто будем идти. Эх, Короче, расстояние тут. все спустились с скалы. Не знаю, как скажете. Это остров. Вроде бы все, даже прибавилось на пару человек, потому что у них катамаран спустил. Хотите по правого берега, да? Гондола одна А спустила. там что, река поворачивает направо. Сосок, говорит, спускает. Не вопрос. Придется их вещи сюда загружать завтра. Эти вроде не тонут, поэтому... У меня экшн камера вырубилась, поэтому, ну то есть села, веду влог на Canon 60D. Сейчас идем в пещеру, плыли чуть-чуть и нашли скалу с 2 пещерами. Вот чего стоит пещера. Пробираемся через такую заросль, а вот те скалы. Пещерный медведь, кричат. Пугают маленьких. Они так хотели в пещеру. Ой, я тоже хочу. Ох ты, извините, извините. Потряс вас. Чутка. Ух ты. Чё, как там мучить?
в пещерку заходят. Так, ну-ка. Вперед. Первый пошел. Всех тянут. Как и предполагал, здесь темно и эхо. Тихо. Вот в пещере ничего не видно. Все спускаются. Держись там снизу, видишь, куда И я вместе с ними пойду обратно. Меня потом скинут первый в речь. Не пойду. Все, спускай. Слишком много впечатлений для первых 4 дней. Поэтому я решил сделать наше путешествие в 2 частях. И самое интересное оставил на 2-ю часть. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Бамби!